В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум. Сегодня в кресле игрока победители регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» Изнаур Тазуркаев. Изнаур, маршалла. Алейкум салам. Изнаур, расскажи, пожалуйста, про свой опыт участия в конкурсе. На самом деле, Рамзан, участвовать было не страшно, участвовать было, наоборот, интересно, потому что это, в первую очередь, испытание для каждого учителя своей профессиональной, скажем, компетенции. И учитель, который там участвует, он, в свою очередь, задает планку, в первую очередь, себе. И если он чего-то достигает, а само участие — это уже достижение, ему есть что предложить своим детям, что показать своим детям, чтобы дети знали, что брали пример со своего учителя, что нужно бросать вызов самому себе, а не просто принимать себя как должное. Испытаний было 6, основных испытаний было 6. Потом в конце для пятерки призеров добавили еще одно 7-е задание. Изнаур, как ты готовишься вообще к всероссийскому этапу? С моей наставницей мы очень интенсивно работаем над этим, готовимся по программе, которая будет уже в сентябре. 20 сентября начинается всероссийский этап. Да, Аллах тобой, я надеюсь, ты победишь. Изнаур, если ты готов, давай мы начнем игру с тобой. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вы необходимо выбрать 2 оптимальные. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберешь? Так, 50 на 50. И, наверное, право на ошибку. Право на ошибку и 50 на 50. Хорошо. И первый вопрос звучит так. Чем интересуются чеченцы после приветствия? Здоровьем, состоянием личного скота, культурными событиями, политической ситуацией? Так, есть такая шутка, один мудрец как-то ничего не сказал, поэтому политической ситуацией, наверное, лучше не интересоваться. К состоянием личного скота было бы неудобно поинтересоваться, если скота нет. Остается здоровьем. А культурные события? Все, ответ А. Чеченцы в послеприветственном обращении интересуются здоровьем, монголы — состоянием личного скота, американцы — делами, русские и немцы — здоровьем. Этническая специфика общения проявляется в эпитетах, сравнениях, метафорах, употребляемых в этих фразах. Это абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Что означал петроглиф в виде ромашки с 3 лепестками на постройках старины? Цикличность жизни, сельскохозяйственный год, знатность рода, любовь к петроглифам. Сначала нужно пояснить, что такое петроглифы. Петроглифы — это, насколько я помню, различные знаки и отметки на камнях в виде различных знаков. Я уже сказал знаков. Так, исходя из того, что это наш народ, я бы сказал знатность рода сначала. Но так как считалось, что у нас все равны, то кто-то не стал бы, наверное, отмечать, что этот или тот род знатнее. Если бы наши люди в те времена отличались бы тем, что они большие философы, мы сказали бы цикличность жизни, хотя они были очень мудры, это Безусловно. факт, безусловный. Но давай скажем сельскохозяйственный год. Ответ Б. Б. Некоторые петроглифы выполняли функции календаря. К солярным символам относятся розетки и ромашки. Ромашки с 4 лепестками представляют календарный год, с 3 сельскохозяйственные. Петроглифы наносили на видных местах, в основном возле дверных и оконных проемов, на угловых камнях построек не только после окончания возведения, но и позже в связи с разными событиями. Это абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Что дарила мать жениха молодоженам после свадьбы в старину? Ключи от дома, фруктовую корзину, 2 деревянные ложки на одном кольце, 10 овец. Не знаешь? Сложный вопрос. Нет, я Не у всех семей, я думаю, было по 10 овец. Здесь, наверное, спрашивается про среднестатистическую семью. И фруктовая корзина тоже вряд ли. Ключи от дома было бы логично, но если мы говорим о обычаях, то, возможно, 2 деревянные ложки на одном кольце. Ответ С. Что бы это ни обозначало.
А что обозначало, я сейчас расскажу. После свадьбы мать жениха дарила сыну и молодой снохе 2 деревянные ложки на одном кольце с их именами. И ложки вырезали искусные мастера из цельного куска дерева. Это означало, что молодые соединили свои судьбы навсегда, что их может разъединить только смерть. И молодые в первое время ели этими ложками. Отсюда еще одна чеченская пословица: делящие между собой трапезу не могут быть недружными. И вот затем ложки вешали на стену в комнате, где они жили. Связка была своеобразным талисманом семьи и символом ее прочности. И после смерти одного из супругов ложку умершего отрезали от кольца. После смерти обоих на стене оставалось висеть только кольцо с их именами. Со временем их накапливалось не меньше 7. Так потомки запоминали имена своих предков по 7-е колено. В прежние времена в Веденском районе такую связку дарили и друзьям в знак крепкой дружбы. Обряд этот существовал до выселения 1944 года. Теперь все стало логично. 4-й вопрос. Какого признака чеченского тейпа раньше не было? Коллективной собственности, наличие совета старейшин, объявление всем тейпам кровной мести другому тейпу, ограниченность прав женщин в принимаемых решениях тейпом. Наличие совета старейшин точно было. Ограниченность прав женщин в принимаемых решениях тейпом. Всегда какие-то решения принимали всегда старейшины. Это было. Б и Д точно. Коллективная собственность и объявление всем тейпом кровной мести. Что, интересно, подразумевается под коллективной собственностью? Условно, общее пастбище. Общее пастбище? Например? Конечно, тогда это тоже было. Остается С, объявление всем тейпом кровной мести. Ответ С. Представители одного тейпа далеко не всегда родственники, они могут проживать в разных уголках республики и даже не знать друг друга. И все же нет родства более обязательного и требовательного, чем братство по тейпу, потому что тейп для чеченца важнее паспорта. Было и право на общинное землевладение у представителей одного тейпа. Каждый тейп имел свой совет старейшин, тейп-анкел. В силу патриархального строя общества только мужчины принимали решения. И объявление всем тейпам кровной мести другому тейпу за убийство и общественную дискредитацию члена данного тейпа не было. Абсолютно верный ответ. И при объявлении кровной мести одного тейпа другому тейпу могла разразиться кровопролитная война. И разрешение этих вопросов, связанных с кровной местью, осуществлялось на уровне общественных ячеек Цанцинах и Дёзал. Свидетельством этого служит обычай чеченцев. Сразу после убийства близкие родственники виновного тайно по мужской линии обязаны были покинуть свои жилища и скрываться в определенное время. И круг людей, покидающих дома, был строго определен обычным правом. Это мужчины в пределах круга Цанцинах. 5-й вопрос. Этот вопрос не случайен здесь, в силу твоего места работы. И звучит он так. В каком году основан Чеченский госуниверситет имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова? В 1904 году, 1917 году, 1924, 1938 году. Было бы стыдно не знать это, да? Да Ответ нет, Д. я бы сказал. 1938 год. 1938 год. Так, коротко. ЧГУ ведет свою историю от 7 февраля 1938 года, когда в Грозном по инициативе областного комитета партии и Совета народных комиссаров Чечено-Ингушской АСР открылся Грозненский учительский институт с двухгодичным сроком обучения. Число обучающихся составляло 120 человек. 1 сентября 1938 года учительский институт был преобразован в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт с 4-годичным сроком обучения. Институт располагал филологическим, историческим, физико-математическим факультетами. Это абсолютно верный ответ. И следующий вопрос. Кто из русских писателей первым побывал в крепости Грозная? Александр Грибоедов, Александр Бестужев, Лев Толстой, Михаил Лермонтов. Так. Ну, все они... Все они побывали, Да. Все бывали. Хочется думать, что это Лев Толстой, потому что я, как бы это ни было банально, очень люблю Льва Толстого. Грибоедов был послом, поэтому вероятнее всего Грибоедов. Грибоедов.
1840 году в крепости Грозная проходил службу Михаил Лермонтов. Лев Толстой с июня 1851 по январь 1854 года жил в нашем горном крае. В крепости он провел немного времени, жил в большей степени в станице Старогладовская. За участие в восстании был сослан в Якутск, и оттуда в 1929 году переведен на Кавказ Александр Бестужев, а вот Александр Грибоедов знакомство с Кавказом начал с нашего края. Одним из первых писателей России посетил крепость Грозная. Это абсолютно верный ответ. Случилось это в октябре 1818 года. Его пребывание в крепости было большим культурным событием, и драматург в это время плодотворно работал над своей бессмертной комедией «Горе от ума». Седьмой вопрос. Как называется первое сражение шейха Мансура? Гойтинское, Алдынское, Гурдалинское, Ханкальское? Так. Сейчас. Первое сражение. Под предводительством генерала Пери было это сражение. Они напали на село Алды. Скорее всего, Алдынское. Алдынское. Да. Алдынское сражение произошло 6 июля 1785 года вблизи аула Алды. Это абсолютно верный ответ. В конце июня туда был направлен русский отряд. Это 2000 человек и 2 орудия во главе с полковником Д. Пери. В ходе сражения отряд Пери потерял убитыми 13 офицеров и 740 человек нижних чинов. 162 человека попали горцам в плен. Среди них был и молодой князь Багратион, впоследствии герой Отечественной войны 1812 года. Это поражение армии сильно возвысило авторитет Ушурмы в глазах горцев. После его уже назвали Мансуром, в переводе с арабского «победоносный». Восьмой вопрос. Кто сыграл роль Махмуда Ишхоева в фильме «Я буду танцевать»? Дагун Амаев, Махмуд Эсамбаев, Альвединиев, Муса Дудаев. Кинематограф для разнообразия. До этого вопроса я считал себя киноманом, но сейчас я вижу, что я даже не слышал об этом фильме. Кто сыграл Махмуда Ишхоева в фильме «Я буду танцевать»? Ну, если фильм называется «Я буду танцевать», а возможно, вероятно, фильм про танцы. Да. И, насколько я знаю, из предложенных имен у нас отличался тем, что умел танцевать, Махмуд Эсамбаев. Логично. Логично? Да. Значит, это и выбираем. Махмуд Эсамбаев. «Я буду танцевать». Музыкальный фильм, посвященный жизни и творчеству Махмуда Эсамбаева. Картина создана в 1962 году киностудией «Азербайджан фильм». В его основу лег очерк Идриса Базоркина «Труд и розы», выходец из чеченской семьи. Махмуд Ишхоев, роль которого играет Махмуд Эсамбаев, абсолютно верный ответ, с юных лет любил танцевать, однако отец против того, чтобы сын плясал. Из-за этого и все проблемы в семье. И друг, с которым отец Махмуда заключил соглашение, отказывается выдать свою дочь замуж за Махмуда, назвав его бесчестным. Но Махмуд не сдается, и вокруг всего этого этот фильм. Обязательно надо будет посмотреть. Да. И девятый вопрос. Какой толщины связку кизиловых прутьев нужно было разрубить, чтобы заслужить право на ношение сабли в человеческое запястье, в 3 пальца, в собственную талию с размером ноги? Какой толщины связку прутьев нужно было разрубить, чтобы заслужить право на ношение сабли? Так, давай отметать варианты, которые нам не нравятся. Вряд ли это была бы собственная талия, потому что... А если у него кость широкая? Так, в 3 пальца это мало. С размером ноги или в человеческое запястье. Скорее всего, может быть, точно не смогу сказать, только предположу, что это может быть человеческое запястье. Предполагаю, что, возможно, в бою придется обезоружить противника, отрубив ему руку. Кстати, логично. Но мне кажется, человеческое запястье в связку кизиловых прутьев и вот кость
Да? Мгм. Окей, это, мне кажется, очень разной, так сказать, Прочности. толщины, прочности. Мгм. У тебя есть две подсказки. Мгм. Почему бы не воспользоваться? Кстати, я не забыл. Ты же для этого как раз и сохранял их. А если сейчас останутся запястье и нога? Не, вполне все может быть. Хорошо, давай выбираем. а, Оставляем только два варианта. 50 на 50. Уберите два неверных варианта ответов. И у тебя остается С и Д. С и Д. Мгм. Размером ноги. Это был один из вариантов, который я предполагал. Хотя собственная талия тоже логично, потому что, может быть, подразумевается, что нужно разрубить противника. Слишком жестко мыслишь, если честно. Нет, не для того, чтобы разрубить собственную талию, а для того, чтобы, возможно, имелось в виду, что нужно было разрубить противника. Да. Возможно, потому что до нас дошли некоторые истории, как наши воины во время битвы могли на своем коне разрубить противника-всадника. Такое было. Так что... Что ответ какой? Собственную талию. С. Чтобы заслужить право носить саблю, необходимо было одним ударом разрубить связку кизиловых прутьев толщиной в собственную талию. Это абсолютно верный ответ. Поэтому, чем тоньше был молодой человек в талии, тем легче ему было завоевать это право. И связку прутьев разрешалось разрубить, положив на землю, поставив торчком в каком-то углублении или подвесив к чему-либо. И делать это нужно было обязательно при свидетелях. Финальный 10-й вопрос. Как ты думаешь, про что будет? 10-й вопрос? Да. Не могу предположить. Так. Ну, первый вопрос звучал как? Что мы спрашиваем, когда здороваемся. Мгм. Дальше у нас вопрос Про петроглифы. по петроглифы. Тут все, скорее всего, зависит От моего настроения, от моего желания. от, от твоего желания тоже, возможно. Но, наверное, логично было бы спросить что-нибудь про тейпы. Про тейпы. Ты знаешь, тут был, кстати, вопрос изначально про тейпы. Мгм. Но поскольку мне было сложно сформулировать этот вопрос в силу разных обстоятельств, я его решил заменить. Тогда все зависит от твоего настроения. Да, Это я был же говорил, правильно- все это был зависит от правильный моего ответ. желания. И 10-й вопрос звучит так. Кем был составлен чеченский алфавит в рамках латинизации письменности в СССР? Халидом Ашаевым, Таштемиром Эльдерхановым, Шахабом Сугаиповым, Ахматом Мациевым. Надо было воспользоваться звонком другу. Кому бы ты позвонил? Тому, кто знает, кто составил чеченский алфавит. А, Так, но у нас этого права на звонок нет. Тут никакой логики нет. Нет, тут Абсолютно. просто нужно это знать, либо Да, либо ты не знаешь. Да. Будет, наверное, неловко сказать, что я не знаю остальных. Только Хальда Ашаева. Поэтому по принципу тоже будет некрасиво выбирать, да, по принципу наугад. Так что, скажем так, русский алфавит составили Кирилл и Мефодий, а вот чеченский Халид Ашаев. Халид Ашаев. В начале 1920-х годов в СССР развернулась кампания по латинизации письменности. Уже в 2020 году на первом съезде горских просвещенцев в Пятигорске был предложен проект латинизированного чеченского алфавита, но тогда он был отвергнут сторонниками арабского письма, и латинизация встретила сопротивление со стороны духовенства и других сторонников арабского письма. Тем не менее, в 1925 году был официально утвержден чеченский латинизированный алфавит, составленный Халидом Ашаевым. Это абсолютно верный ответ. В 1938 году в ходе процесса по переводу письменностей народов СССР на кириллицу Яковлевым был составлен чеченский кириллический алфавит, функционирующий по настоящее время. И ты абсолютный победитель, Изнаур, я тебя поздравляю. Небольшой подарок от нашей телерадиокомпании. Миллион? Да.
Большое спасибо, Рамзан. Передача прекрасная, вопросы чудесные. Я рад, что у нас есть такая программа, которая популяризирует чеченские традиции, обычаи, историю, литературу. Вопросов надо, наверное, побольше. Ну и спасибо вам, Рамзан, за чудесную компанию. Ответы некоторые я считывал по вашему лицу, а некоторые знал, некоторые по интуиции. Что-то для себя подчеркнул, что-то для себя узнал. Вспомнил, что нужно повторить кое-что. Я надеюсь, то же самое сделают и ваши телезрители. Изнур, я рад, что ты принял приглашение, пришел, горд, что ты выиграл. Надеюсь, ты победишь и в всероссийском этапе конкурса «Учитель года России». Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикейл Машуайл.